Переходим к рассмотрению дела по существу. Слово для доклада предоставляет судье-докладчику Дюшееву Карбеку Арсамбековичу. Уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего процесса, в Конституционный суд Кыргызской Республики 25 мая 2023 года поступило ходатайство Дюйшенбековой Гульнары Султанбековны о проверке соответствия частей 1 и 3 статьи 145, части 1 статьи 153 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, частям 1 и 4 статьи 95 Конституции Кыргызской Республики. Как полагает заявитель, оспариваемые нормы позволяют без ведома Генерального прокурора Кыргызской Республики регистрировать сведения о преступлении в едином реестре преступлений и осуществлять досудебное производство, в том числе и в отношении судьи. Тогда как правом возбуждения уголовного дела в отношении судьи наделен лишь генеральный прокурор в силу необходимости ограничения круга лиц, имеющих право дачи юридической оценки о наличии или отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела в отношении судьи. Автор обращения отмечает, что в соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 95 Конституции судьи независимые подчиняются только Конституции и законам, обладают правом неприкосновенности и обеспечиваются соответственно их статусу социальными, материальными и иными гарантиями его независимости. В реализацию этих конституционных положений Конституционным законом о статусе судей Кыргызской Республики также закреплены гарантии независимости судей, одним из элементов обеспечения которых выступает их неприкосновенность. Пункт 4, часть 1, статья 15. Согласно статьи 32 обозначенного Конституционного закона, привлечение судей к уголовной ответственности допускается согласие Совета судей. Для получения такого согласия после регистрации в едином реестре преступлений Генеральный прокурор вносит в Совет судей представление о получении согласия на привлечение судей к уголовной ответственности, где указываются обстоятельства уголовного дела и статья Уголовного закона, по которой судья подозревается. При этом Совет судей отказывает в удовлетворении представления о даче согласия на привлечение судей к уголовной или иной ответственности, налагаемой в судебном порядке, если доводы представления основаны на позиции, занимаемой судьей при осуществлении им судейских полномочий. Решение Совета судей о даче согласия на привлечение судей к уголовной или иной ответственности, налагаемой в судебном порядке, обжалованию не подлежит. Аналогичный порядок также предусмотрен частью 3 статьи 497 УПК. Дюйшенбекова отмечает, что в статье 31 Конституционного закона о статусе судей Кыргызской Республики в редакции от 9 июля 2008 года предусматривался особый порядок осуществления в отношении судьи оперативно-розыскных и следственных действий и полагает, что такой порядок подлежит регламентации и в уголовно-процессуальном законодательстве. Однако в действующем УПК не предусмотрен особый порядок осуществления досудебного производства, в том числе производства следственных и специальных следственных действий в отношении судьи с учетом его конституционно-правового статуса. Автор обращения считает, что поскольку неприкосновенность служит важнейшей правовой гарантией независимости судей, в уголовно-процессуальном законодательстве должен быть предусмотрен особый порядок привлечения судей к уголовной ответственности. Это обусловлено тем, что общество и государство, предъявляя высокие требования к судьям и их профессиональной деятельности, должны обеспечить судьям дополнительные гарантии надлежащего осуществления правосудия. Конституционное положение о неприкосновенности судьи, закрепляющее один из существенных элементов его статуса и важнейшую гарантию профессиональной деятельности, направлено на обеспечение основ конституционного строя, принципа разделения властей, обуславливающего самостоятельность и независимость судебной ветви власти. При этом неприкосновенность судьи является не личной привилегией, а выступает средством защиты публичных интересов правосудия, цель которого состоит в защите прав и свобод человека и гражданина и предполагает повышенную ответственность судьи за выполнение им профессиональных обязанностей.
Субъект обращения отмечает, что статус судьи подлежит конституционно-правовой защите, уровень которой не должен снижаться по отношению к ранее достигнутому. Данное требование прямо закреплено в части 2 статьи 56 Конституции, согласно которой в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека. Вместе с тем, заявитель полагает, что в соответствии с частью 2 статьи 15 Конституционного закона о статусе судей Кыргызской Республики гарантии независимости судьи, предусмотренные Конституцией и Конституционным законом, не могут быть отменены либо снижены ни при каких обстоятельствах. По мнению Дюйшенбековой, в УПК не предусмотрены необходимые дополнительные гарантии, обеспечивающие принцип неприкосновенности судьи, который является неотъемлемым элементом принципа его независимости. Вместо этого в УПК лишь дублируются, приводятся общие положения о проверке привлечения судей к уголовной ответственности, которые уже установлены в Конституционном законе о статусе судей Кыргызской Республики. Субъект обращения полагает, что существующее правовое регулирование порядка привлечения судей к уголовной ответственности имеет недостатки, которые приводят к нарушениям конституционных прав и свобод судей. С учетом изложенного, заявитель просит признать оспариваемые нормы противоречащими Конституции. Определением коллегии судей Конституционного суда от 19 июня 2023 года ходатайство Дюйшенбековой было принято к производству. Позже субъект обращения внесла дополнение к ходатайству, в котором привела дополнительные доводы о значимых аспектах независимости судебной власти и необходимости гарантии защиты судей от необоснованного осуществления в отношении них оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, поскольку этого также требует часть 1 статьи 61 Конституции. Определением судьи-докладчика от 3 июля 2023 года были определены стороны Конституционного суда производства по данному делу. Так, обращающейся стороной была признана Дюйшенбекова Гульнара Султанбековна, стороной ответчиком Джорку Кенеш Кыргызской Республики. Также третьими лицами по делу признаны постоянный представитель президента и Кабинета министров в Конституционном суде Малдабаев Алмазбек Тавылдевич, Совет судей Кыргызской Республики, Верховный суд Кыргызской Республики, Генеральная прокуратура и Министерство юстиции Кыргызской Республики. В целях обеспечения правильного разрешения дела проведены все необходимые действия, связанные с проверкой обращения и подготовкой дела к рассмотрению, по результатам которых дело готово к рассмотрению в Конституционном суде. Спасибо за внимание. Уважаемые коллеги, есть вопросы, Карабек Арстамбекович?